В горной части Центрального Кавказа, лежащей в пределах Республики Северная Осетия и Алания, немало живописных ущелий, обширных долин – Дигорская, Алагирская, Куртатинская. В 45 километрах от Владикавказа находится знаменитая Даргавская горная долина, над которой с юга возвышаются суровые ледовые шапки Казбека, Чмарая-Хоха, Шау-Хоха, а с севера – романтический, с причудливым рельефом массивы скалистого хребта. В центре долины самое большое горное селение Осетии – Даргавс. Даргавская долина – это музей под открытым небом с уникальными природно-историческими памятниками, каждый из которых достоин попасть в список мирового культурного наследия. В Средневековье на Сером Кавказе башни обычно возводили на видных местах. Это подметил еще Михаил Юрьевич Лермонтов. И башни замков на скалах смотрели грозно сквозь туманы, у врат Кавказа на часах сторожевые великаны. Они несли несколько функций, и жилую, и боевую, и говорили о мощи фамилий владельцев. Какой же фамилии принадлежала башня над глубокой скальной выемкой массива Баухох, никто не знает. Так же, как и то, для каких целей ее возводили именно в пещере. Горцы утверждали, что ее построил человек, спасавшийся от кровной мести. Но все равно не уберегся и погиб от пули соперника, подобравшегося к нему в шкуре медведя. Все весьма противоречиво и неубедительно. Но подобных боевых сооружений в Осетии больше не существует. На южных склонах Баухоха лежат селения Фажикау, Южный Ламардон, Хушар-Ламардон. Селение Северный Ламардон, Цагат-Ламардон, на противоположной стороне оставлено жителями еще в 20-х годах. Период массового переселения горцев на предгорные равнины. И непонятно почему. Как можно было покидать благодатные места с сочными субальпийскими сенокосами, целебными родниками, и дорога сюда не сложна. Сразу же за селением начинается роскошный березовый лес. Но вот живя у леса, ламардонцы испытывали нужду в дровах, за которыми ездили за 20 километров кабанские и кармадонские леса, а из своего большого леса боялись вынести не только полено, а и травинку. Грозное табу, религиозный запрет охраняло сильнее любого закона. Не случайно ламардонский лес послужил сюжетной завязкой известной на Кавказе повести Владимира Икскуля «Святой Илья горы Бау». В этом же лесу, на крутой скале, расположено одно из самых таинственных языческих святилищ – Найфат-Гудцевых, к которому в середине июля съезжается сотни людей со всей Осетии. Главный культурно-исторический памятник Даргавса – город мертвых, самый большой на Сером Кавказе некрополь, который сравнивают с долиной царей в Египте. Несмотря на сложные экономические условия, республика нашла средства провести здесь реставрационные работы. Люди издавна старались разгадать тайну появления в горах подобного количества склепов, и какой народ или племя сумело создать памятник, так гармонично вписанный в окрестные скалы, реку, голубое небо, зеленые луга. Необычные архитектурные формы в бедное средневековье порождали самые необычные предположения. Кто же мог построить эти сооружения? Монголы, нагайцы, аборигены-кабанцы. Ученые утверждают, аланы – предки осетин. Подобные выводы подтвердили раскопки объединенной экспедиции, возглавляемой известным археологом Русланом Цатиати. На склонах Баухоха уже 4-й сезон работают археологи Института гуманитарных исследований и Объединенного музея республики. Находки подтверждают, что уже с VI века эти места были заселены аланами. Сабля и конское снаряжение знатного воина, фрагменты традиционного круглого столика фынга, кольца, бусы, бронзовые зеркала с солярными знаками. Все это имеет датировку с VI по X века. Аланы, проживающие в горах, имели широкие торговые связи. Об этом говорят сасанидские монеты иранской династии, правившей в VI-VII веках,
на Ближнем и Среднем Востоке. Самшитовый гребень из Средиземноморья, серебряные изделия, предметы роскоши. Археологи не любят показывать находки, не прошедшие научной обработки, но для нашей экспедиции Руслан Затиати, Альберт Черджиев, Алан Туалагов сделали исключение. Но жемчужиной Даргавского ущелья совсем недавно стала Медограбинская долина водопадов. Медограбин – небольшое боковое ущелье, километров 7 в длину и оканчивающееся гигантским барьером скал, закрывающих доступ к ледникам вершины Джумара, Жайгилан, Донжентым. Утро в Медограбине обычное для высокогорья, островки карликовых берез, рыжеватые скалы, превращающиеся постепенно в свинцовый блеск, ревущая река, подходить к которой даже бывалым людям страшновато. Но мало кто догадывается, что пройдет немного времени, и когда в долину заглянут первые лучи солнца, Медограбин преобразится, вы станете свидетелями грандиозной феерии, сказочного зрелища с причудливыми сочетаниями воды, света и гула падающих потоков. Как ни живописны многие места Центрального Кавказа, но трудно отделаться от чувства, что Медограбинская долина – это уникальное место на Земле. Начиная с 1995 года в Медограбине работает экспедиция Краеведческого центра Общества любителей книги. Провести целое лето в горах для нынешних экспедиций – дело непростое. Вначале мы жили в палатках, но отсутствие совершенной съемочной техники, постоянная подзарядка аккумуляторов заставила нас принять предложение друга и поклонника наших затей остановиться в его маленькой хижине в Даргавсе. Не думайте, что на столе каждодневный экспедиционный завтрак. Честно сказать, это мы постарались для оператора, собрав недельный запас продуктов. Красиво жить не запретишь, хотя бы на видеопленке. Давно подмечено, что в России разъезжают на джипах и УАЗах люди, которым они не очень-то и нужны. Главный транспорт нашей экспедиции старенький, но верный запорожец. Неясно почему над Запором еще в советское время постоянно подтрунивает. Проживать бесплатно было неудобно, и мы старались чем-нибудь помочь хозяину, даже в работе на пасеке. Не каждый альпинист, даже снежный барс, смело карабкающийся по скалам, решится участвовать в освобождении улья от отрутневевших пчел. Но в отличие от людей, которых выгоняют из домов, пчелы не прощают обидчикам. Сегодня у нас обычный день, выход на маршрут. Многодневные и постоянные наблюдения позволяют следить за их режимом действия. Дело в том, что большинство водоскатов и водопадов Медограбина, а их здесь 15, входят в пик мощности каждый в определенное время, и лишь в течение 2 летних месяцев работают все вместе, подобно слаженному оркестру. В дневник носятся и другие сведения, подбираются названия, проводятся измерения и готовятся предложения по их дальнейшей эксплуатации. Несмотря на неспокойствие на Кавказе, к Медограбинским водопадам уже прокладывают путь со всех концов света. И этим летом Медограбин посетили группы из Германии, Англии, США. Приезжают с городов Осетии. Вот семья Гуман из Владикавказа живет здесь неделю. Собирают в камнях ядреные подберезовики, пьют чаи на целебных травах с дымком. Но главное занятие, конечно, созерцание водопадов. В нашей экспедиции приняли участие инструктор альпинизма Юрий Левковский, побывавший на вершинах, откуда берут начало водопады. Его супруга Валентина выполняет обязанности сестры-хозяйки и медсестры. Но охладить арбуз под струями водопада вызвался Юра. И, конечно, как каждый мужчина, влезший на кухню, вместо помощи упустил блюдо на острые камни. Но и в помятом виде арбуз в жаркий день среди скал удовлетворил бы вкус самых изысканных гурманов. Как сегодня ведут себя гигантские водные нити
на протяжении своего долгого течения, переходящие в многочисленные водоскады и водопады, берущие начало в цирке ледника Хрустальный, спадающего с вершин Донженты. По-осетински значит «водный». Поэтому, не мудрствуя, им дали название «Хрустальный-1». «Хрустальный-2». А это «Хрустальный-3». У каждого из них свой характер. В любой момент они его могут показать, превратившись из безобидного водоската в гремящий водопад. Южнее, над каньонообразной расщелиной, как раз напротив огромного валуна, застрявшего меж скал, через который вырывается река Гизельдон или Штырдон, виднеется водопад Хрустальный-4. Подойти к нему без альпинистского снаряжения невозможно. Наш путь к противоположному восточному склону гигантского скального амфитеатра Медограбина. Здесь со скал и ледников, вершины Жайгелан, летят самые большие водопады Медограбина, красавец Тах-Кадон, то есть летающий по воздуху. Мы назвали его по просьбе жителя селения Джимары Асланбека Варзиева. Тах-Кадон начинает свой полет с Жайгеланского ледника с высоты 3140 метров над уровнем моря. Верхняя его часть еле видна в бинокль и часто находится в облаках. Зато заканчивается водопад 200-метровыми красивыми каскадами. Рядом, южнее Тах-Кадона, с вертикальной стены и застрявшего в расщелине конца языка ледника, вниз летели целые потоки воды, которые устроили на скалах целое представление. То обрушивались чаши, выработанные в скальных полках, то разлетались струями, то делились на два потока и, соединившись в один, падали на огромную осыпь. Самый большой Медограбинский водопад получил название Большой Жайгелан, падающая лавина. По утверждению геолога Таймураза Марзаганова, он еще в 50-х годах с альпинистом Эдуардом Поляковым за 2 суток промерили высоту Жайгелана. Результат 800 метров. Имеются и картографические данные. Их предоставил геолог Олег Гончаренко. Дно долины 2105 метров над уровнем моря. Начало падения воды с ледника 3100 метров. Высота осыпи 2350 метров. Итого 750 метров. Медограбинские водопады относятся к классу высотников. Кстати, знаменитые Виктория и Ниагара – широтники. Согласно классификации исследователя водопадов Георгия Арсеева, среди высотников царствует Анхель в Венесуэле. 1 километр 54 метра, по другим источникам 979 метров. Второй высотник мира – южноафриканский Тугела, 947 метров. Третий – Ясемитский, США, 727 метров. С учетом того, что самый высокий в СНГ водопад Арслан-Боб, пасть льва в западном Тянь-Шане, 300 метров, а Тальниковский в Красноярском крае 600 метров, на Кавказе водопад Центральный 200, Большой Жайгелан по высоте падения воды является первым в Европе и входит в 5 высочайших водопадов высотников планеты. Единственный недостаток медограбинских водопадов – сезонность. Их сток зависит от солнечных лучей, растапливающих лед на высотах свыше 3000 метров над уровнем моря. Поэтому пик их бурного развития приходится на июль-август и на первую половину сентября. Зимой же они сбрасывают со скал огромные глыбы льда. Во вторую половину дня сухие русла с журчащими ручейками вдруг наполняются водой, и дно долины превращается в бурные реки. Особенно буйствует река Ларшидон, и перейти ее без веревки сложновато. Давно подмечено, что всемогущий Творец собрал в Горной Осетии вместе и красоты природы, и кладовую богатств. Месторождение необычных гранитов декоративного цвета в Целебном Цейском ущелье, мергеля, не уступающие по качеству новороссийским, под боком курорта Томиск,
Не повезло и Медограбинской долине. Рядом с водопадом Тахкадон геологи нашли целую гору с черным и белым мрамором. В конце прошлого века бельгийцы, исколесившие горы Осетии в поисках полиметаллических руд, попытались с помощью взрывов проделать штольню в скале, но оттуда неожиданно хлынул водный поток. Старейшины селения Джимары собрали сельский сход, на котором решили выгнать бельгийских геологов из Минограбина. 70 лет спустя уже советские геологи в том же месте заложили в скалу 5 тонн аммонита и устроили взрыв, который спровоцировал в соседнем Гиналдонском ущелье движение ледника Колка. Если бы Колка каким-то чудом не остановился, не избежать бы разрушительной катастрофы на равнинах Осетии. А огромные глыбы мрамора до сих пор лежат как укор человеческой глупости и наплевательского отношения к родной природе. Дело в том, что в Мраморной горе одесские спелеологи обнаружили редчайшее явление. Вдоль стены на расстоянии 300 метров прослушивается шум подземной реки. На площадке у завала глыб находились компрессор и лебедка. Техника принадлежит жителю Джимары Ахшару Варзиеву, построившему с товарищами небольшой цех по производству мрамора, буквально собравшего из железок сложные станки по резке и полировке породы. Ахшар – сын известного на всю Осетию знаменитого бульдозериста Асланбека Варзиева, пробившего десятки горных дорог, буквально висевшего со своей стальной машиной над пропастями, а пострадавшего во время автомобильной аварии. Сын пошел в отца, также энциклопедически образован, также прекрасно знает горы и влюблен в родной край. Из консервных банок соберет сложный станок. Поэтому не случайно решился рискнуть, приступить к производству ценного строительного сырья. Еще у завалов, когда мы вертели в руках куски породы, просто не верилось, что этот черный, рыжеватый камень может быть мрамором. Но станки Ахшара делают чудо. Зеркально отполированные плитки шириной в 30 и длиной в 60 сантиметров. Зеркальная сторона для облицовки помещений, матовая для покрытия пола. Но цех пока стоит. Местные умельцы не могут добиться лицензии на производство продукции, ввозимой в республику за огромные деньги. Даже если республика думает заработать на продаже мраморного месторождения на аукционе, неужели сложно дать местным жителям заработать себе на хлеб, заработать природным богатством, которое сохранили для них предки? Утверждают, что завалов породы хватит для работы на 30 лет. А что дальше? Как совместить добычу мрамора и осмотр водопадов? Что выгоднее, добыча ценного строительного камня или рекреация, группы туристов, известность на весь мир? Есть все условия к тому, чтобы поставить в Медограбине уникальный эксперимент, экологически чистое производство и показ долины водопадов.